відповіли. Ми чули від інтелектуалів, від істориків протягом 20 років про те, що в Україні має бути український інтегрований підручник історії, де буде історія українців, кримсько-татарського народу і інших всіх народів інтегрована в один. Де протягом 20 років тривала дискусія, що Російська Федерація, зокрема Кремль, будує паралельну реальність в Криму, вибудовуючи режим софт-пауер гуманітарної, відкриваючи філії своїх вузів, вибудовуючи воєнну паралель прокуратури, військової, суду і так далі на території Криму. Українська ж держава цьому не протидіяла і нічого не робила. Де ви бачите зараз гарантії, що українська держава, от теперішня, зрозуміла ці уроки і почне робити ті речі, про які говорив, зокрема, і Віталій? Я думаю, що зараз пан Мустафа на це відповість. Я хотів би просто на сьогоднішні виклики, от саме сьогодні, вчора, завтра, що нам треба робити по відношенню до безпеки громадян наших, які знаходяться в окупованому Криму. Я не знаю, чи ви всі звернули, але я звернув увагу на одну подію сьогоднішнього московського життя. Іде колегія Слідчого комітету Росії сьогодні. Виступає там голова адміністрації президента Путіна. И він говорит про те, я цитую, «Учитывая текущую обстановку, обращаю внимание на высокую вероятность попытки раскачать лодку межнациональных отношений в Криму». Це він каже на колегії. З моєї точки зору, це вже пряма команда, що вони хочуть от тих ситуацій, які зараз потрапляє керівництво Росії, вони можуть перейти до іншої фази. Вони можуть вже штучно не протипоставляти, а вже зіштовхувати людей. А Бастрикін, голова Слідчого комітету, в свою чергу говорить на цій колегії, він пропонує прийняти закони в Росії, щоб уникнути пріоритету міжнародних договорів і міжнародного права над національним. Ви розумієте, до чого йде Росія. Я хочу це завершити тим, що для мене, як і для всіх нас, для кого Крим це є всім, дуже важливо, як ми можемо захистити майже в такій ситуації окупованості наших людей в Криму. Декілька днів тому ми зустрічалися з керівництвом країни. Я це сьогодні говорю дуже спокійно, оскільки я в цьому переконаний. Бізнес, який сьогодні існує між материковою Україною і півостровом Криму, якщо він і буде далі існувати виключно в площині права людини в Криму і постачання продуктів до Криму, так як відбувалося в деяких сферах за радянське життя з Західним світом. Сьогодні сотні і сотні фур на кордоні, продукти поставляються до Сімферополя, і це вже ні для кого не секрет. Звідти з Росії приїжджають пусті фури, на околиці Сімферополя перекидаються продукти з материкової України на ці пусті фури, і вони далі їдуть в Росію. А в цей час у нас сотнями людей кидають за грати. Ахтем Чийгоз, який буде осуджуватися за події 26 лютого, в той час, коли сьогодні там інша сторона ставить пам'ятні якісь дошки. Отже, нам треба сьогодні здійснювати деякі дії конкретні, щоб все те, що би ми не робили би до того, як повернемо Крим, все це було спрямовано на права людини. Я сьогодні бачив коментар пана Андрія Сенченка, я приєднуюся до цього коментаря. Треба негайно відновлювати нормальне транспортне сполучення для взаємовідносин між людьми, які живуть в окупованому Криму і на материковій частині України. 2, 3 чи 10 диверсантів, які зможуть скористуватися цими шляхами, це вже завдання спецслужб. Але те, що сьогодні відбувається, я отримую щоденно десятки звернень. З Новоолексіївки доїхати до Сімферополя – це 6, 7, 8 годин. Це величезні витрати. Люди пов'язані з життям на материку, люди хочуть залишатися з цими зв'язками. Але ми з одного часу відкриваємо дорогу для бізнесу, а з іншого боку закриваємо нормальне спілкування між людьми. Мустафа, все-таки до мого питання. В 23 роки українська держава не розуміла, не бачила, не діяла, не протидіяла, не інтегрувала, не була представлена. Де гарантії, що нова українська держава, українська влада нарешті зрозуміла?
Гарантий, конечно, нет. Но я должен сказать, что вот Виталий Портников очень четко и очень правильно изложил ту стратегию, которую должна сейчас выработать украинское государство в плане возвращения Украины и дальнейшего пребывания Крыма в составе украинского государства. Действительно, нужно четко исходить из того, что вообще-то в 2021 году, когда создавали автономную республику Крым, они исходили из того, что там был коренной народ, и как право на самоопределение, тогда оно называлось государство, право на свою государственность, было создано Крымская автономная Советская Социалистическая Республика. В 1944 году после депортации вполне, в общем-то, объяснимо, логично, эта автономная республика была ликвидирована. Теперь, когда крымско-татарский народ, вообще-то одним из лозунгов требований крымско-татарского национального движения после Второй мировой войны, в местах депортации, было именно восстановление национальной территориальной автономии. Нас тогда называли автономистами, там, изменник оберот, что угодно. И вот когда уже на пороге распада Советского Союза, как запасной вариант, вот этот был проведен референдум о так называемом самоопределении Крыма, и была создана автономная республика Крым. Крымская Советская Социалистическая, автономная Советская Социалистическая Республика. И основным ведь доводом, мы же тогда присутствовали, Рифат Чубаров присутствовали после этого референдума в Верховной Раде. Те депутаты Верховного Совета, тогда областного совета Крыма, которые выступали на этой сессии, говорили о необходимости создания автономии, потому что наиболее компактно там проживают русские. И нам даже слова там не дали, чтобы выступить, сказать. Там только представитель Народного Руха говорили, дайте вон там представители Меджлиса, хай они что скажут. Не дали. И это была одна из главных таких ошибок. Сейчас уже пришло понимание того, что здесь была совершена большая ошибка. Я думаю, и мы сейчас уже работаем над разработкой иной концепции автономной республики. Именно по автономной национальной территориальной автономной республике. Речь не идет о том, чтобы называть ее крымско-татарской или нет. Пусть она называется так же, как она есть. Но его конституция, так же, как, скажем, конституции многих республик в составе Российской Федерации, там четко говорится, что вот эта республика, скажем, Татарстан, Башкортостан, созданы только потому, что там это как право реализации права этого народа на самоопределение. Вот исходя из этой концепции, наверное, дальше и будем строить. Что касается вот того, что излагается сейчас как история, там все сейчас пересматривается. Все в русле вот этого шовинистической пропаганды. И многие студенты, которые, в том числе вот очень большое число крымских татар, студентов, покидают вузы Крыма, потому что противно, просто противно им вот ту ложь по этим учебникам сдавать. И, ну, вторая, конечно, причина о том, что никакие дипломы, выданные в этой оккупированной территории, кроме России, они нигде не будут проходить. И вот сейчас у нас одной из главных проблем – отток вот этой вот творческой будущей молодежи из Крыма. Но если мы выработаем четкую концепцию, и четко будет наша молодежь, наши люди там видеть, что будет в дальнейшем, как это будет стройно построено, справедливо для всех проживающих в Крыму этносов, то, я думаю, мы окажем очень большую поддержку именно в плане возвращения Крыма в состав украинского государства. Вот ключевое слово «повернення», господин Пьянковский, может, вы начнете. Вот день после того, как Путина уже нет в Кремле. Как выглядит сценарий возвращения Крыма, если там уже военная база расширена до 40 тысяч минимум оккупационных войск, плюс подтянут флот, плюс строят границу, укрепляют ее тоже военным, и декларируют, что это непотопляемый наш авианосец в стиле Куба-2. Вот как будет после Путина? Вы знаете, вы очень удачно мне этот вопрос задали, потому что в силу своего возраста я, наверное, единственный человек в этом зале, который более-менее сознательно помнит последние месяцы жизни Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот исторически это, пожалуй, самая близкая аналогия. Сталин вообще-то
Он был достаточно рациональный политик, но в последние месяцы, в последний год своей жизни он клинически сошел с ума, и он готовил 3 больших проекта. Реально готовился к Третьей мировой войне, очередную чистку высшей номенклатуры и громадный еврейский погром. Вот по мнению большинства современных российских историков, он был ликвидирован своим ближайшим окружением. Заговор возглавил шеф КГБ, естественно, Лаврентий Павлович Берия. К власти, вот почему к власти пришли откровенные мерзавцы, ничем не лучше товарища Сталина. Берия, Маленков и Хрущев. Но, тем не менее, они провели коренной переворот во внешней политике Советского Союза. Они отталкивались от той политики последнего года жизни Сталина, от сползания к мировой войне они перешли к мирному существованию, а самые умные и радикальные из них, Берия вообще хотел закончить холодную войну, объединение Германии и так далее. Ну, это оказалось слишком для них, он был... Так вот, реально, я уже говорил о том, что в результате гораздо более серьезного давления Запада, чем сегодняшнего, экономического и политического, вполне реально, что верхушка, вот эта элита этой мафии придет к тому выводу, что Пахан не выполняет свои функции. Ведь в чем, как функционирует российское государство? Они воруют здесь, складывают свои активы на Западе, обеспечивая комфортную жизнь своих потомков на несколько поколений. Но для этого Пахан должен иметь рабочие конструктивные отношения с западной элитой. Пахан, который изолирован и благодаря безумной политике которого арестованы их активы, он становится ненужным. То есть придут, да, такие же мерзавцы, как он. Ну, условно говоря, господа Иванов, Бортников и Патрушев. Но в результате вот этой внешнеполитической катастрофы они вынуждены будут отказываться вот этого политики, возвращаться на какое-то там конструктивное сотрудничество с Западом. А так как Запад, это будет результатом победы коллективного Запада, и он во многом будет диктовать условия их возвращения в нормальную жизнь, то от Крыма им тоже придется отказаться. А что касается единодушной так называемой поддержки, то это очень быстро меняется в течение недели работы по телевидению. Вот вы говорите, откажется от Крыма. Новое руководство когда-то, оно откажется и от военной базы, и от Черноморского флота. Ведь именно это была база, с которой началась оккупация Крыма. Ну, причина-то была не в базе. Причина была в желании Путина блокировать европейский выбор Украины. Ну, это будет предметом каких-то переговоров. Вот Виталий нарисовал примерные процедуры вот этого переходного периода. Это не первый раз в истории России, когда она терпит крупное внешнеполитическое поражение, и после этого должна пересматривать определенные... Но еще раз повторяю, исход этой глобальной войны, которая идет между русским миром и Западом, он еще не ясен. И ее результат, мы все в ней участвуем, ее результат зависит от усилий каждого человека. В нас по плану півгодини для того, щоб могли поспілкуватися ви з аудиторією, але просто чи маєте бажання хтось ще закінчити візію Крим після Путіна? Якщо немає бажання, тоді якраз власне у нас є півгодини для того, щоб учасники конференції могли відповісти на ваші запитання. Та прошу. Колеги, так, 1+1, Олена Мацюцька.
Дякую. ТСН 1+1, Олена Мацюцька. У мене запитання буде одне і те саме до пана Мустафи Джемілєва і до пана Піонтковського, якраз з точки зору того, що зараз відбувається в Кремлі, і того, що вчора було рішення чергове по Надії Савченко. Ви, пан Джемілєв, вже було таке, ваша теза, ну, ви зверталися до Надії як до доньки, да? Дочка, Росія не та, мовляв, країна. От ваші враження після вчорашнього рішення і ваше мнение по поводу того, что вчера произошло, опять же, Надежда уже очень плохо себя чувствовала, но все равно прокуратура, как бы, получая, наверное, указания сверху, опять-таки свое решение не изменила по поводу Надежды Савченко. То есть что происходит и что может произойти? Неужели действительно будет вот такое противостояние Путина с украинской женщиной, что ей позволят умереть только для того, чтобы Путин все равно оказался в глазах своей страны как бы сильным человеком? Путин очень злобный и порочный человек. Если он кого-то ненавидит, как он ненавидел Политковскую или Литвиненко, он ненавидит до конца. И, к сожалению, он не сделает ничего для того, чтобы спасти жизнь Савченко. А дополнительным удовольствием для него является то, что после нормандской четверки было объявлено, что вроде бы как бы он согласился освободить Савченко. Ну и отказ освободить — это дополнительная возможность для него унизить всех своих партнеров по четверке, что тоже доставляет ему большое удовольствие. Мікрофон для Мустафи Ага. До вас теж було питання. Я по первой части вопроса, я вот полностью согласен с коллегой, что смена власти в Кремле именно будет способствовать решению проблемы территориальной целостности Украины, хотя на 100% согласен с тем, что в окружении Путина люди, может быть, похлеще даже, чем сам Путин. Но для нас важно будет то, что вот внешнеполитический аспект, то есть этот переворот или что там оно будет происходить, именно по той причине, для того, чтобы обеспечить снятие тех санкций, которые накладывают очень большие ограничения для его окружения. А дальше уже, конечно, они будут там внутри стараться укреплять свою власть, это уже дальше самого русского народа. Наша задача, здесь главное для нас будет то, что Россия вынуждена будет отказаться от своих экспансионистских своих шагов, которые привели вот к этим санкциям. Что касается Савченко, вы знаете, то, что они инкриминируют, там в правовом поле России такой происходит беспредел. Просто, я думаю, даже придавать значение не следует, какие статьи будут меняться Савченко. И как такового суда в России, где затрагиваются политические вопросы, и нет практически. Но вот обратите внимание, что происходит в Крыму. Арестовывают, судят людей за действия, которые еще в составе украинского, еще до присоединения Крыма к России. Такого, так называемого присоединения. События 26 февраля. На днях арестовали, как Корж фамилия, да? Украинца. Только за то, что он, оказывается, здесь, на Майдане, участвовал в антиправительственном митинге. То есть выступал на Майдане, выступал против Януковича и, оказывается, там где-то поцарапал или что-то какого-то беркутовца. Вот до какого абсурда доходит. Поэтому то, что сейчас меняют Надежде Савченко, я думаю, просто никакого значения даже не имеет. Нужно политическое решение. А для того, чтобы политическое решение было, опять-таки она в контексте всей ситуации, в которой сложились наши сейчас украино-российские отношения. Когда мы вынудим эту страну очистить нашу территорию, отказаться от этих его бандитских нападений на нашу территорию, тогда автоматически решится и вопрос возвращения, освобождения Надежды Савченко. Поэтому я и обратился к ней и говорю: доченька, это не надо сейчас отдавать себя в жертву этому дьяволу. Надо спасти свою жизнь. А мы ее будем спасать. Мы ее сделаем все возможное для того, чтобы спасти ее жизнь. Прошу, щоб хто має бажання, просто піднімайте руку, щоб ми бачили, куди мікрофон передати. Добрый день.
Герман Обухов, Международная Тимурская коалиция. Это, в общем-то, вопрос также к Андрею Пиантовскому и Мустафа, к вам, так сказать, Джамилеву. Значит, не считаете ли вы, что полная изоляция Крыма, я имею в виду экономическая и политическая, будет способствовать все-таки решению, более быстрому решению вот этой проблемы крымской? Ну, не знаю, с моей нашей точки зрения, значит, с одной стороны, это, конечно, антигуманно по отношению к тем людям, живущим в Крыму, которые симпатизируют и которые хотят быть вместе с Украиной, и в то же время это, ну, совершенно логично и справедливо по отношению к тем, кто захотел быть вдруг в составе России. Вот как вы считаете? То есть речь идет о полной изоляции экономической, политической, просто перекрыть чертовой матери границу, да, на этом перешейке, и пусть везут продукты там морем, там, чем хотят, там, через Керченский пролив. То же самое, как бы Запад может поступить по отношению к Калининградской области, да, если что-то будет, так сказать, раскручиваться, вот это противостояние Запад-России. Вот что вот вы думаете вот по этому поводу? Спасибо. Вот этот вопрос, как отреагируют жители Крыма, крымские татары, на то, что если будет полная изоляция, полная блокада Крыма, мне задавали очень часто. Я вам скажу, в первую очередь, это, конечно, вызовет ярость Аксенова и других, потому что они и так сейчас в очень тяжелом положении. А тут, если еще поставки продуктов, вы сейчас обратите внимание, на территории Крыма сейчас уже мало таких русских флагов. Только превалирует злоба, озлобленность и страх. Разговаривать друг с другом, потому что все прослушивается, все доносится. Но уже этой эйфории нет. И главное, потому что у них социальный уровень жизни на несколько порядков опустился. Плюс к тому, что нет уже привычных за 24 года независимости Украины демократических свобод. Что произойдет дальше? Дальше, конечно, еще больше люди будут понимать, в какой они капкан попали. Вот эти вот, что вот там наши граждане, поэтому нельзя их полностью блокировать, поэтому нужно поставлять продукты. И вот вы сейчас, если увидите, вот на этой границе в Армянске, на несколько километров протянулись фуры с продуктами. Вы думаете, вот эти продукты для того, чтобы там кормить граждан Крыма, потому что забота о украинских гражданах? Да ничего подобного, тупо зарабатывают там. Они, потому что это разница цена огромная, на каждой фуре уже даже после выплаты взяток и украинским пограничникам, и российским, сначала было 300 гривен за тонну, сейчас стало 400, но в связи с инфляцией, я думаю, уже вдвое поднялось. Они огромные деньги зарабатывают на этом. И более того, вот возле Каменки, недалеко от Симферополя, вот эти фуры перегружаются уже в другие машины, потом через Керченский пролив направляются дальше в Россию, потому что там цены еще дороже. И если мы, кстати говоря, несколько дней тому назад мы с президентом на эту тему говорили. Коль скоро Россия захватила Крым, она несет полную ответственность за ее экономическое положение, как их кормить, как освещать. И в той вот обстановке, той злобы, той агрессии, которая России позволяет по отношению к Украине, и говорить о том, что мы все равно будем вас снабжать электроэнергией, кормить вас, я думаю, очень неразумно. Что касается национально сознательных и вообще проукраинских сил, будь то украинцы, крымские татары, которые приезжают, которые постоянно, у меня телефон, наверное, 20-30 раз в сутки из Крыма звонки. Когда касается вот этой тематики, первый вопрос, когда вы наконец-то перекроете? До каких пор вы этих бандитов будете кормить? Мы вытерпим, потому что люди прекрасно знают, что перспектив в так называемом российском Крыму у них нет. Они готовы перетерпеть любые лишения, лишь бы скорее было освобождение. Поэтому то, что вы говорите, и это я высказал президенту тоже, полная блокада должна быть. Что касается Крыма, это морально-политическая дилемма, и решать ее лидерам крымско-татарского, украинского народов, а не мне. Но вот аргументы, только что высказанные уважаемым господином Джамилевым, мне показались очень убедительными. Но я бы хотел сказать о сходной проблеме, которую я могу судить просто как эксперт. Это та
ловушка территориальной целостности, в которую загоняет украинское руководство и Украину Путин на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Он заявляет, что мы не будем, нет никаких планов аннексировать. Это ваша территория, только вот договаривайтесь с ними, выполняйте разные условия и так далее. Она ему нужна, конечно, внутри Украины, а не внутри России. Она нужна как раковая опухоль, которая будет распространять хаос и нестабильность, как давление на всю Украину, блокировка ее европейского вектора. Да еще плюс вас иногда пугает второе Приднестровье. Так Путин вам устраивает хуже, чем Приднестровье. Молдовия, по крайней мере, не снабжает Приднестровье, не содержит его экономически. Вот тот ультиматум, о котором справедливо, я сегодня уже упоминал, это говорит президент Кучма, это он четко выразил его в своем последнем интервью Соловьевой, это его интерпретация Минских соглашений. Его интерпретация — это никаких обязательств для России, никакого вывода войск, потому что войск там нету, никакого контроля до границы, а для Украины он сформулировал все, что они хотят. Вся эта финляндизация, регионализация, кремнашизация и так далее. И более того, прямая угроза, если Украина не будет выполнять Минские соглашения в моей интерпретации, то будут экстренные меры. А что за экстренные меры, не случайно он говорил в том же интервью о полномасштабной войне. Поэтому единственная логичная позиция, мне кажется, для Украины отношение к этим территориям, как и к Крыму, это временно оккупированные агрессором территории, полную ответственность за политическую, экономическую, гуманитарную ситуацію несуть окупаційні війська агресора. Пан Андрій, ви хотіли ще відреагувати на те ж саме запитання, так? Прошу. Вы знаете, когда мы говорим о блокаде, то вот я, например, не понимаю, пытаясь задавать нашим политическим руководителям, чиновникам вопрос, например, почему предприятия господина Фирташа, расположенные в Крыму, в Северном промышленном узле, это завод «Титан» и содовый завод, перерегистрированные в Москве, но продолжающие часть налогов платить оккупационным властям Крыма, а остальные налоги агрессору, который воюет с Украиной, эти предприятия совершенно спокойно транзитируют свою продукцию через территорию материковой части Украины, через украинские порты, и никакой блокады в этом смысле нет. Вот я думаю, что в таких случаях абсолютно жесткое и четкое должно быть решение. Когда речь идет о транспортной блокаде, которая осложнила поездки людей, то вот в этом смысле я считаю, что это абсолютно неправильно. Я являюсь автором поправки в закон об оккупированных территориях, которая позволяет детям из оккупированного Крыма, украинским гражданам, учиться на бюджетных местах на материковой части Украины. Я считаю, что это очень важно. Я не совсем поддерживаю Виталия Портникова в части вот таком категоричном, что мы за умы будем бороться потом. За умы надо бороться всегда, потому что сегодня в Крыму, в школах нашим детям промывают мозги. В вузах нашим детям промывают мозги другим пониманием истории и всего остального. И поэтому очень важно, когда, не меняя место жительства, оставаясь гражданами Украины, жителями Крыма, эти дети приезжают, учатся здесь на материке, возвращаются и тоже влияют на состояние мозгов своих бабушек и дедушек, которые еще в Советском Союзе остались, на умы своих родителей, которые по большей части аполитичны и думают, как прожить сегодня и завтра. И я думаю, что эта составляющая для нас очень важна. Спасибо. Віталій, відреагуєте. Я, чесно кажучи, не мав на увазі, що ми взагалі не маємо боротися за уми тих, хто сьогодні знаходиться на окупованих територіях. Я говорив тільки про те, що відреагував на питання щодо юридичного статусу громадян, які там живуть. Це пояснював, яким чином можуть бути вирішені правові проблеми. Це мій підхід. Щодо ж того, що ми маємо впливати на уми, так я, здається, в своєму власному виступі говорю, що маємо дбати про кримсько-татарську культуру тут в Україні. І це теж боротьба за уми. Я вважаю, що те, що робить телерадіокомпанія, Чорноморська телерадіокомпанія сьогодні, це теж дуже важливий внесок в те, що насправді мала б робити держава. Тому що будь-які держави, вони взагалі мають мовлення на окупованій території. І це теж важливий момент, що ми, в принципі, маємо налагоджувати державне мовлення
російської, української, кримсько-татарської мови на територію Криму. Це те, чим мало б займатися наше Міністерство інформації. Те, що ми мали б створювати для мешканців Автономної Республіки Крим пільгові мови на навчання на території України, це теж для мене факт. Те, що ми мали б допомагати цим людям знайти своє місце в самій Україні, якщо вони будуть цього бажати, це теж для мене очевидний факт. Це і є боротьба за уми. Але разом із цим я маю на увазі, що ми маємо вже сьогодні випрацьовувати чітке правове підґрунтя, яке дозволить нам вирішити проблеми населення Криму після реокупації. От і все. Дякую. Пару слов по поводу умов. Вы знаете, недавно было опубликовано сообщение о том, что провели какое-то социологическое обследование территории Крыма на предмет того, как они там воспринимают то, что Крым теперь в составе России. Это какая-то очень солидная аналитическая группа в Канаде. И исходя из вот этих данных, получается, вроде бы где-то около 80% жителей Крыма довольны тем, что они теперь в составе России. Никто не обратил внимания, ну, по крайней мере, в прессе об этом у нас не было, о том, что проводить вот так вот, как эта канадская фирма проводила опрос, или просто идиотизм какой-то, или просто провокация. Вы знаете, по телефону, оказывается, жители спрашивают, как они смотрят. На 100% зная, что все телефоны прослушиваются, и сказать, что я против там присоединения к России, это самоубийственно. Оно вот эта канадская компания с солидным видом получила огромные деньги от российской и вот сообщает миру о том, что вот, оказывается, такой умонастрой сейчас населения Крыма. В кого ще запитання тоді? Ще одне, нібито Так. маємо запитання. Так. Сергій Кутняков, агенція Манінформ. В кінці минулого року спілкувався з паном Джемільовим і Чубаровим щодо співпраці Меджлісу з країнами мусульманського світу, які достатньо уважно і принципово відносяться до проблеми перспектив кримськотатарського народу. На вашу думку, якщо питання повернення Криму буде вирішуватися, ну, повернення Криму Україні, чи може лідери мусульманського світу, там, країн Перської затоки, допомогти Україні, наприклад, інвестиціями в туристичну сферу Криму, ну, мільярдними інвестиціями, щоб, так би, поверненням рая допомогти, так би мовити, Україні. Бо бачимо, президент нещодавно в країнах Перської затоки зміг домовитися по постачанням зброї, ну, і стратегічних товарів значно краще, ніж з країнами Західної Європи. Дякую. Вы знаете, вот в Совете Безопасности ООН, когда рассматривался вопрос о незаконности присоединения Крыма к России, о референдуме, на голосование подавляющее большинство, 100 государств, поддержали Украину. Для меня было очень важно, как отреагировало, как себя вели вот эти мусульманские страны. В первую очередь страны, которые входят в Организацию исламского сотрудничества. И по этому вопросу я специально выезжал в Саудовскую Аравию, встречался с генеральным секретарем этой организации. Я у него спрашивал, как это получилось. Из 56 государств, входящих в вот это объединение, только 21 государство поддержало Украину, то есть 22 государства. 21 государство воздержалось, 11 государств вообще отсутствовали, а 2 государства, Судан и Сирия, поддержали Россию. Ответ был такой. Ну, во-первых, каждая страна по-своему, у нее свое положение, они исходят из своих национальных интересов. Энергетическая зависимость определенных стран, там влияние России на те или иные страны. Ну, Сирия и Суданом все понятно, против одного президента возбуждено уголовное дело, и последнее прибежище, опять-таки, у него будет, видимо, Москва. Сирия, Башар Асад держится только вот на Москве. Но в то же время он говорил о том, что
огромная дезинформация и работа вот российской пропаганды в исламских странах. Он говорит, обратите внимание, в Саудовской Аравии, как здесь активно работают российские службы и почти не видать украинского посольства. То есть в этом направлении есть очень много, большое поле работы. Сейчас мы по своей линии, конечно, стараемся сделать все возможное. В Саудовской Аравии ждут нашего президента, хотя Янукович несколько раз хотел, чтобы там туда поехать, его король не принимал. Но сейчас они готовы встречаться с нашим президентом и в том числе рассматривать вопросы, связанные с инвестициями и, может быть, кредитами. Несколько по-другому обстоит, скажем, ближайшим государством Турецкой Республикой. Многие ожидали, что Турецкая Республика будет в фарватере вообще вот этих санкций против страны-агрессора, но это оказалось не совсем так. Ну, в нашей беседе с президентом Эрдоганом он говорил о том, что, ну, ясное дело, ситуация Турции, они там где-то 58% газа получают из Турции, товарооборот где-то свыше 40 миллиардов. Там очень привлекательные в последнее время со стороны России инвестиции в экономику Турции. И кроме того, постоянный шантаж России поддержать вот эту марксистскую группу ПКК, курдскую, сепаратистскую и других там левацкие группы, все время это делает Россия. И все вот это в комплексе обусловили такую позицию Турции, что она в Организации Объединенных Наций проголосовала против и заявила, что никогда не будет признавать, но в то же время не присоединилась к санкциям. Сейчас, 20 марта, Эрдоган приезжает в Киев на совещание в плане стратегического партнерства между Украиной и Турцией. В эти дни, 4 марта, специальная группа экспертов, турецких экспертов, заходит в Крым для обследования ситуации с правами человека, с положением крымских татар. И я думаю, в этом плане будут потом какие-то изменения, надеемся на какие-то изменения стратегии Турции по отношению вот этим санкциям и прочее другое. Одним словом, я хочу сказать, что поле деятельности вот на Восточном фронте очень большое. Мы вот на днях виделись с президентом, и у нас было предложение создать такую структуру уполномоченного президента по делам Ближнего и Исламского Востока. Мы еще при Ющенко вот это пытались, мы уже даже приняли соответствующее решение, должен был быть отдел в Министерстве иностранных дел на должности одного из замов министра иностранных дел. Но потом пришел к власти Янукович, он это не ликвидировал, но поставил своих чиновников, которые практически ничего не делают. Одним словом, я хочу сказать, вы очень правильно затронули этот вопрос, очень важный вопрос, и в этом плане надо будет работать. Чи є ще питання? Власне, оскільки ми закінчуємо нашу панель просто, і наступна буде мати тему прогнози і рішення повернення Криму, а наша називалася «Уроки 2014 року». От урок – це той, який засвоєний. От який урок окупації Криму 2014 року засвоїла українська влада? От якби кожен з вас зробив підсумок, це б було дуже добре. Ну, вы знаете, я думаю, что пока, к сожалению, уроки не сделаны. Выводы не сделаны, не вынесены. И это как раз и сказывается в том, что не выработана политика сегодня в отношении оккупированных территорий, и ничего не происходит. Я, собственно говоря, хотел просто высказать огромную просьбу всем присутствующим, и здесь сидящим, и представителям средств массовой информации. Распечатайте, это одна страница, там векторно описаны вещи. В коалиционном соглашении есть раздел, который называется «Возвращение Крыма и оккупированных и временно неподконтрольных территорий». Мы с Мустафой Ага согласовывали, в принципе, вот эти вот позиции. Еще раз повторю, это не исчерпывающий перечень того, что нужно делать. Но если вы и мы все вместе, общаясь с представителями власти, будем задавать им вопрос. Это утвержденное властной коалицией соглашение. Что делается по каждому из этих пунктов?
то мы с вами все-таки подтолкнем власть к тому, чтобы были сделаны выводы, и на самом деле формировалась политика, и эта политика реализовывалась. Спасибо. Ваші висновки, які уроки засвоїли? Я согласен с Андреем, что если и сделаны выводы, то очень незначительные. Поэтому в этом плане предстоит очень многое. Ну, вот сейчас, скажем, создали отделение по Автономной Республике Крым, прокуратуре, службе безопасности, Министерству внутренних дел. Мне говорят, что где-то 72 человека в прокуратуре по Автономной Республике Крым работают. Начинаю интересоваться, кто же там эти работает. Донецкие, луганские ребята, которые оттуда просто пристроили их. Людей, которые знают специфику Крыма, там нету их. Ни одного крымского татарина там нету. Хотя у нас тоже есть прокуроры. Правда, при всех властях крымских татар не допускали до вот таких вот структур. Но, тем не менее, за годы независимости Украины у нас довольно-таки много, вообще-то, и судейских, и прокурорских работников. Но они не находят работу. А вот этих пристроили. То же самое в системе МВД. Поэтому надо будет очень много в этом плане. Кстати, на эту тему тоже, опять-таки, говорили с президентом. И кроме того, если из Крыма тоже и есть кого-то пристраивает, мы начинаем интересоваться, что это за люди. Ну, скажем, я не буду сейчас фамилии называть, поскольку он все-таки государственный чиновник, и, наверное, это мы будем, наверное, в служебном порядке разбираться. Человек, который разрабатывал стратегию у Могилева о том, как расколоть крымско-татарский народ, уничтожить Меджлис, он сейчас одним из советников в прокуратуре Крыма. И, скажем, в области министром туризма у нас был один человек, Лиев, да, его фамилия? Да. Откровенный шовинист, который в точку выполнял волю Могилева, опять-таки против крымско-татарского народа, против украинских сил. Сейчас он занимает довольно-таки высокую должность. То есть такие вот происходят странные вещи, не столько странные, но, видимо, вот этот клан еще настолько силен, даже при новой власти, то просто там чистить и чистить надо будет. Господин Пьянковский, видите какой-то урок, который усвоила украинская мне власть? как бы со стороны кажется, что украинская влада, она еще до конца не поняла, с кем она имеет дело. Ближе всего к такому пониманию президент Порошенко был в момент отчаяния на этих минских переговорах, когда случайно камеры схватили его реплику Лукашенко. Он ведет нечестную и грязную игру. С дьяволом нельзя садиться, играть ни в карты, ни в шахматы, ни в мирные переговоры. Ну і завершить Я думаю, що важливими є не ті висновки, які робить влада, а ті висновки має робити суспільство. І це найважливіше. Я завжди кажу про те, що український народ до Майдану був народом повстань. Зараз з нього з'явився шанс стати народом інституцій, у тому числі і кримських інституцій. І це може бути досить важливим і вагомим джерелом повернення території Автономної Республіки Крим до складу України. Ну, от Віталій Портніков завершив нашу панель, але буде продовжуватися в міжнародній конференції. І продовжить мій колега, корінний кримчанин, якраз Олександр Янковський. А я вам дякую, панове, і дякую всім також за увагу.